Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ингушетии назначен Магомед Башир Балаев, ранее занимавший должность главврача детской республиканской клинической больницы. Работникам здравоохранения республики назначенца представил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В ходе беседы глава обозначил круг первоочередных задач по развитию и совершенствованию медицины республики, выделив ряд проблемных вопросов, на которые нужно обратить пристальное внимание. В рамках совещания также обсуждалась реализация нацпроекта здравоохранения. Я своим указом, исполняющим обязанности министра здравоохранения, назначаю Балаева Магомеда Башира Халитовича. Понятно, да? Есть. Все его знаете, наверное, да? Прошу это все принять к сведению. Присаживайтесь. Надеюсь, что ваш возраст не даст повода сомневаться в вашем профессионализме. И надеюсь, что все сидящие здесь, почему я всех и собрал, и главврачи, и директора амбулатории, и руководители ФАПов, все специалисты, в целом аппарат министерства примут это к сведению, будут помощниками товарищу Балаеву. Ну и просил бы все-таки и правительственный блок, и помощника советника максимально оказать содействие, помощь в становлении. Ну, а вам же советую просто принципиально жестко там, где надо, принципиально мягко там, где надо, свою работу проводить и сделать все, чтобы не упало то, что до сих пор сделано. А сделано очень много, потому что буквально за 4 года, не будем говорить 5-10 лет, за 4 года мы из никакого состояния здравоохранение подняли на все уровни, которые есть. И вы это прекрасно знаете, вы прямые не свидетели, а участники этих всех мероприятий. И сегодня очень сложно удержать эту планку. Было легко там и Рабхановой, или другим руководителям, когда они становились тогда на должности. Тогда это было упавшее знамя, которое надо было хотя бы чуть-чуть поднять. А сегодня это твердая, со всеми минусами, потому что которые есть. Но это уже сегодня такая твердая, устоявшаяся система здравоохранения, налаженная в республике, которой нет, потому что в ряде регионов, у которых более богатый опыт в этом направлении. Да, сложности с кадрами, они были, есть и будут, потому что нам всего 26 лет. Но при этом нет сложностей с желающими стать хорошими специалистами. Вот здесь надо работать. Поэтому прошу это все учитывать, всем помогать друг другу и сделать все возможное, чтобы мы в рамках и нацпроектов, и других федеральных программ, в рамках общих задач, которые сегодня есть, выполнить те задачи, которые перед нами стоят. Договорились? Председатель правительства, там, наверное,